Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня будет отсыпочка на такую тему, что очень тайное совсем скоро станет явным, чего вы не видите и не замечаете прямо сейчас. Загадайте, пожалуйста, на себя, на тайны в своей жизни, и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Высшие силы водят моими руками, будет кровно то, что сейчас у нас скрыто, то, о чем еще не хотите узнать. Ой, какая-то нечисть от вас бежит, разбегается в разные стороны. Давайте пойдем по порядку. Смотрите, я вижу женщину с левой стороны, которая что-то как поливает, выливает на вас. У них отыграется, что это грязь, которую она на вас выливает. То есть сплетни, обвинения, какие-то разговоры о вас, критика в вашу сторону. А у других отыграется, что она вам вот действительно что-то подсыпает, что-то подливает, как магическое воздействие идет. Но вы все разные, у каждого отыграется по-своему. Вижу попытку, либо это даже уже как поддел, да, повтор прошлой ситуации. Вот. А женщина просто вот бесится, а ее аж дергает все. У нее глаза на выкате, и она в шоке. Вот почему не работает ее магия, да, почему не работает ее обвинение, почему, ну, скажем так, люди от вас не отворачиваются, почему вы там в кому не впадаете, да, вот живете и здравствуйте. У нее прям уже нервы сдают. Она ведь считала, что она ого-го какая там ведьма, да, либо ого-го какая сплетница, а вот ничего не получается. А я вам скажу почему. Потому что вы невероятно светлый человек, а кто-то из вас прям действительно и каждый день молится, и как к боженьке обращается. У вас очень серьезный, вот между вами и этой женщиной очень серьезный молитвенный щит стоит. Плюс у вас ангелы за спиной и духи вашего рода. Знаете, вот не дают ей осуществить задуманное. И она прям бесится, а ее аж всю коробит, и она себя доводит, ну, просто до какого-то иступления. Ну, потому что как же, я же стараюсь, я же тут магичу вовсю, я же деньги за это плачу, либо я там людей подкупила, подговорила, а ничего не происходит. Как не может она вас одолеть? Вы очень сильная личность, у вас невероятная сила есть, плюс защита от высших сил, вот 100% защита. Кто-то из вас в рубашке родился и знает об этом, кто-то не знает, а кто-то прям на короткой связи с высшими силами. То есть все ваши молитвы, все ваши обращения высшие силы не только слышат, но и исполняют. То есть здесь молитвенный щит, по-любому молитвенный щит. Возможно, в вашей семье есть очень светлый человек, который посвятил свою жизнь, например, вере, либо человек глубоко верующий, да, который живет по закону Бога и людей, постоянно за вас молится. Ну вот четко молитвенный щит есть. Защитили. Значит, мои хорошие, все, что она там делала против вас, либо на вас делала, это все к ней вернется. Причем вернется каким-то тройным ударом. Первый удар придется на ее здоровье, второй удар придется на ее психику, а третий удар, он идет просто абсолютно как выбит ее из жизни, из жизненной колеи. То есть она хотела, чтобы от вас люди отвернуться от нее. Она хотела, чтобы вам пусто было, будет пусто у нее. Она хотела, чтобы, например, мужчина к ней перешел, да на нее больше ни один мужчина в жизни не посмотрит. Понимаете, вот все, что она хотела вам, все это вернется ей. Тройной удар мне показывают. И я вам так скажу, ну вот как не переживет она этого тройного удара. То есть она своими собственными руками, да, загубила себя, свою жизнь, свое будущее. Мало того, мне еще показывают рядом с ней ребенка.
Это либо ребенок, либо кто-то младше ее по возрасту. Мне все равно вот идет ребенок. Возможно, она и своего ребенка обрекла на ужасную участь из-за своей вот этой деятельности, негативной, грязной, подлой деятельности. Но в любом случае, что есть, то есть, я вам просто знаки читаю. Вот. То, что вы там чувствовали какое-то воздействие, какую-то негативщину чувствовали, либо какие-то неудачи чувствовали, это все ее старание, ее, либо благодаря ей. Вот. Вас защитили, вас уберегли. Вы дальше своей дорогой идете, а она вон в тартарары летит, улетает. Причем не одна, и вот ребеночек у нее за спиной стоит. Так, дальше, мои хорошие. Да, бывает, к сожалению, бывает. Люди почему-то считают, что они все могут, либо им все дозволено. Часто люди не замечают за собой негативчика и думают, что ой, нет, да, я во всем права. Так и должно быть. Но вас защитили, ее вон обрекли. Так, как вы об этом узнаете? Ну, тут, не знаю, и глухой, и слепой узнает. И глухой, и слепой. Вам даже, возможно, наглядно покажут, да, что с ней произошло. Либо вы услышите от кого-то о том, что какая-то женщина просто вот в один момент раз и выгорела. Да, либо эту женщину откуда-то изгнали, прогнали, и все от нее отвернулись. Скандалилась, может быть. Ну, в общем, узнаете. По-любому вы узнаете. Вижу, что вы не имеете зла в сердце, либо найдете в себе силы эту женщину простить. Дальше. Стоит мужчина, стрелку на вас показывает. У мужчины горб. Это очень хороший знак. Еще с правой стороны мужчина, который приносит удачу, который приносит везение. Либо, если вы мужчина, то вам очень скоро повезет, улыбнется вам удача. Смотрите, мужчина тянет к вам руки. То есть я так понимаю, что у него есть к вам чувство, либо какое-то очень крутое предложение. Мужчина уже вас видит, уже тянет руки и стрелкой на вас показывает. Возможно, кто-то принял по вам решение. Ну, допустим, какому-то мужчине вы очень понравились. Он к вам подойдет, познакомится, пригласит вас на свидание. И здесь, девчоночки, вам улыбнется удача. Хороший мужчина, хорошие отношения приведут к семье, к браку, к счастливой, доброй жизни. Да? И благодаря этому мужчине в вашей жизни появится удача и везение. У кого-то отыграется, что это ваш будущий работодатель. Вот он к вам присматривается, либо он именно сейчас рассматривает ваше резюме, читает и думает, боже, какой специалист, какой шикарный сотрудник. Вот все, надо брать, надо предлагать побольше зарплату, либо получше условия. Да? Работая, сотрудничая с этим мужчиной, либо работая на этого мужчину, в вашу жизнь войдет действительно и везение, и удача. Но здесь горбун. Горбун — это шикарно. Редко он в моих отсыпках появляется, к сожалению. Но, тем не менее, если появляется, ждите удачу, ждите везения, и это все вам принесет именно мужчина. Так, внизу, в корне в самом, у вас маленькая собачка. Вы все разные. У кого-то отыграется действительно, в вашем доме появится маленький, теплый, верный друг. Да, кто-то вам решил подарить, либо кто-то из членов вашей семьи решил приобрести. Ну, как бы там ни было, это будет ваш верный, преданный друг. Да, знаете, как отрада и утешение. А у других отыграется действительно в прямом смысле слова новый друг, появление нового друга. Ну, судя по размеру, человек либо младше вас по возрасту, либо гораздо ниже вас ростом. Но очень верный, очень преданный. И вот идет какая-то нежность, забота. И знаете, как скрасит вашу жизнь. Улучшит вашу жизнь этот новый друг. Но вот есть такое, прям в самом корне. Вот-вот, да, вы эту собачку получите, либо приобретете, либо вам приобретут, либо с этим человеком вы подружите. Да, человек вот прям преданно на вас смотрит. Нравитесь вы этому человеку, очень хочет с вами дружить. Так, с левой стороны. Тайное. Здесь вам кто-то помочь хочет. Помочь. Скорее всего, кто-то из ваших, опять же, друзей, родственников, может быть, даже, ну, не знаю, соседи, коллеги. Вот кто-то на вас смотрит и видит, как вам тяжело. Либо что вы с чем-то не справляетесь, либо какие-то, ну, не очень хорошие события в вашей жизни произошли. Люди хотят вам помочь. Но тут дилемма. С одной стороны, как бы вам так помочь, чтобы вы не обиделись, да, может быть, вы не хотите принимать чужую помощь, либо вам неудобно принимать эту помощь. А с другой стороны, чтобы помощь была эффективной.
Два человека постоянно думают о вас, постоянно говорят о вас. Что-то хотят сделать, но так, чтобы вы это приняли, да, чтобы вы не отказались, чтобы вы эту помощь приняли. Да, остается мне, что вы не привыкли, что вам помогают, и по благородству души очень часто отказываетесь от помощи. Эти люди об этом знают, и задача у них очень непростая. Да, возможно, вы видели, да, что кто-то вот из ваших знакомых разговаривает, когда вы подходите, они раз таки прекратили разговаривать. Вот они неплохое говорят, они о хорошем разговаривают, хотят вам помочь. Так, дальше окна дома. В доме что-то есть. Может быть, вы недавно что-то потеряли, либо вам кажется, что вы потеряли. Эта вещь находится дома, ее просто нужно найти. Либо в вашем доме что-то спрятано, припрятано, знаете, как какой-нибудь там тайничок, либо у кого-то заначка есть. Что-то есть, что вы обязательно найдете. И смотрите, эта находка вас очень-очень сильно радует. Вам очень приятно, что вы это находите. Понятно, что вы разные, и у каждого по-своему отыграется. Но вот вижу, что что-то есть, эта вещь, она как ждет, да, либо этот предмет ждет, пока вы его найдете. И вы его обязательно найдете. И очень порадуетесь. Так, еще здесь мужчина, который заврался, мужчина, который, он умеет придумывать истории, он мастерски, значит, составляет эти истории, но он заврался. Он вам говорит одно, другим говорит другое, третьим третье. Здесь люди встретятся и будут обсуждать этого мужчину. И поймут, что он враль, что он всех обманывает, всем рассказывает разное. Знаете, как втроем. Вот вижу, что вы втроем, вы это все обсуждаете, и вы раскрываете его суть, что он нечестный, что у него, знаете, там слова с делом расходятся, что он, возможно, в каких-то своих корыстных целях людей использует. Знаете, как 3 детектива, да, вы такое свое расследование проводите. А я вот, знаете, еще вижу, что вас как сама судьба вот сведет, столкнет, чтобы вы вывели этого человека на чистую воду. Потому что не только вы втроем от этого человека страдаете, там огромное количество жертв у этого человека, кто уже от него пострадал. Но здесь именно образ мужчины идет. Такой, знаете, вот язык подвешенный, как начнет рассказывать, как гипнотизирует. Но вижу, что правда об этом мужчине вскроется. Смотрите, вы не будете обмануты. Либо, как с минимальными последствиями. Вот, вы сами раскусите этого человека, и плюс еще других сможете уберечь от его вот этих всех происков. Так, еще я вижу какую-то бумагу, какой-то листочек, на котором написаны важные слова. Возможно, вы плохо себя чувствовали, возможно, вы обращались в поликлинику, проходили какие-то тестирования, анализы сдавали. Здесь как результат придет, и вы поймете, что с вами происходит, либо что происходит с вашим организмом, да, в чем причина, почему вы себя плохо чувствуете, либо почему у вас там сыпь какая-то, либо состояние какое-то не то. Знаете, как откроется, да, в чем причина, С правой стороны идет, значит, здесь с правой стороны удачное лечение, либо точно поставленный диагноз, и потом удачное быстрое лечение. Для вас тайна то, что сейчас с вами происходит, но скоро вы обо всем узнаете. Придет результат, либо вы получите результат, и все поймете. Доктор вам объяснит. Но здесь прям, да, справа все хорошо будет. Не переживайте, не волнуйтесь. Все это излечимо, исцелимо. Так, вопросы прошлого. Какое-то прошлое всплывет. Прошлое. Мне больше похоже на личную жизнь. Личная жизнь, которая не случилась, не получилась, либо в принципе, да, люди встретились и разошлись, как в море корабли. Здесь вам женщина будет рассказывать о событиях прошлого. Будет рассказывать и как будто бы прощения просить. Может быть, она причастна к тому, что отношения не случились, либо к тому, что вы разошлись, либо она знала и молчала, и так может быть. Ей очень стыдно перед вами, и вы на нее, да, разозлитесь, возможно, но, тем не менее, она вам всю правду расскажет. И я вижу, что после этого разговора вы, мужчину перестанете винить. Вам просто станет жаль. Жаль его, жаль себя.
И жаль, что вы были так молоды и горячи. Возможно, да, действительно, там люди вмешались, вас друг против друга настроили, а могли бы быть вместе, могли бы быть счастливы. Но вот женщина вам во всем признается, все вам раскроет. Так, с левой стороны. Но здесь мужчина наблюдает за женщиной. Я бы даже сказала, следит во все. Мне почему-то кажется, что это мужчина ваш. Ну вот, девчонки, кто в паре, кто в браке. Мужчина очень ревностно за вами следит. Он большой собственник. Он панически боится, что вы его оставите, бросите. Не столько он боится измены, сколько он боится, что вы его оставите, бросите. Он вас очень сильно любит. И плюс, опять же, может быть сложное детство, может быть такой темперамент у мужчины, да, вот если она меня оставит, я не переживу, я не выживу, да, вот такие панические нотки. Вы его зачем-то застанете, либо поймаете. Ну, допустим, вы на работе, после работы решили зайти в магазинчик, он вам звонит, говорит, ты где? Вы ему говорите, я в магазинчик пойду. И вы идете в магазин и его там видите. То есть он за вами, он проверяет. Либо вы застанете его за тем, что он залез в ваш телефон, либо в сумочку вашу залез. Ну, в общем, такой идет момент напряженный, скандальный, я бы даже сказала. Но, девочки, у него такой характер, либо у него такой темперамент. Тут либо принять его таким, как он есть, либо, ну, грубо говоря, как-то более радикально решать этот вопрос. Он ничего с собой поделать не может. Ничего с собой поделать не может. Чем сильнее он в вас влюбляется, чем больше он вас любит, тем страшнее ему становится. У него какая-то паранойя начинается, что вы его бросите. Может быть, ему следует обратиться к специалисту, там, психотерапевту, например. Может быть, вам, если есть такая возможность, там, к семейному психоаналитику походить. Но вот вижу, что у него прям нарастает это все. И он борется с этим, но ничего поделать не может. Иногда он может быть грубым, иногда он может быть таким злючим. Это все его, это ревность, она его выжигает изнутри. Проблемы ищите в его детстве, в его прошлом. Вот детство мне почему-то идет. Там причина кроется. То есть либо вы будете жить с таким ревнивцем, либо, девчоночке, надо что-то делать, что-то решать с этим вопросом. Лучше не будет. Сам по себе он не поменяется. Никакие ни разговоры, ни уговоры, ничего не поможет. Вот он такой есть, понимаете? Что-то не так с ним. Так, еще мне идет какой-то участок земли. Может быть, это дачный участок, может быть, что-то ваше, чем вы не пользуетесь, например, там наследство от родителей. Там то ли соседи, то ли родственники как-то глаз положили на что-то ваше, ну, допустим, там на кусочек вашей земли, либо на часть вашей недвижимости. Там какие-то планы у них грандиозные. Они то ли хотят судиться, то ли хотят тайно оттяпать себе чего-то. Будьте повнимательны, и если у вас есть какая-то заброшенная собственность, либо земля, там кусочек земли, да, который вы давно в глаза не видели, лучше поедьте, проверьте, либо кого-то попросите, чтобы пошли, проверили, посмотрели и вам сказали. То ли забор как-то передвинули, то ли действительно на вашей земле что-то делают. Вот что-то такое происходит. Люди понимают, что они закон нарушают. Но вот знаете, как в наглую, да. Но она же не приезжает, она же этим не пользуется. Мы же родственники, да, по-родственному, либо по-соседски. Вот такие, знаете, простые и наглые. Что-то происходит не то. Надо, девочки, воздействовать, иначе сегодня они там метр земли взяли, а потом они все отберут. Они прям такие ненасытные. Так, еще мне показывают какую-то вашу подругу, которая дома вас обсуждает. В глаза она прям такая, ой-ой-ой, лебезит, вся такая белая, пушистая, вас очень любит, там чуть ли не сестренкой называет, а возможно и сестренкой называет. При этом у себя дома она про вас гадости говорит. Гадости, там вас осуждает, подробности вашей жизни, да, вот выносит на свет Божий. То есть все рассказывает. Здесь непонятное такое отношение к вам. С одной стороны, вы ей нужны. Может быть, она даже как-то пользуется тем, что вы дружны. Пользуется, кстати, в своих интересах.
И также, возможно, вы ей помогаете. Помогаете. Вроде как бы и хочется вас обгадить. Но, опять же, вы рука, которая кормит. Вот такое у нее какое-то странное к вам отношение. Возможно, вы уже с чем-то сталкивались, но вы ей простили, допустим, да, либо не придали этому значения. Но она не хороший человек. У нее прям жаба. Жаба, вот видите, за пазухой сидит большая жаба и громко квакает. Вот, поэтому от таких людей лучше держаться подальше. Ну, либо хотя бы не рассказывать все подробности своей личной жизни. Так, еще мне показывают птицу, которая не может вас найти. Вот она летает по небу, смотрит, где вы, а найти вас не может. Знаете, как то ли адрес вы поменяли, то ли человек, который к вам сообщение отправил, письмо вам отправил, как какой-то буквой ошибся. Какое-то письмо, какое-то послание до вас дойти не может. Возможно, вы его ждете, а оно не приходит. Там, скорее всего, ошибка в адресе, либо неправильно фамилия записана. Если вы ждете от кого-то важных писем, особенно если это делового характера, не поленитесь, сходите в эти организации, учреждения, либо позвоните, может быть, как в интернете как-то спешитесь, уточните, потому что мне кажется, что это что-то важное, и там какая-то ошибка. Ошибка вас найти не могут. Вот. Также, возможно, мужчина женщину ищет, найти не может. Может быть, вы соцсети свои закрыли, может быть, вы, не знаю, другим именем ему назвались. Но вот какой-то мужчина может еще разыскивать. Поиски. Птица выглядывает, найти вас не может. Так, еще мне показывают мужчину, который сейчас какие-то странные, но важные переговоры ведет. Разговоры, переговоры, как с кем-то о чем-то договаривается. Он вам об этом не говорит, а либо говорит, просто вот частично, да, вот прям по кусочку вам говорит. Там у него хорошие перспективы намечаются, очень хорошие. Если вы думаете, что он там бездельничает, либо дурака валяет, это не так, девочки, это не так. Может быть, он не говорит, потому что сам до конца не уверен. Может быть, не хочет, чтобы его поглазили. Но там серьезные перспективы будут. Вы сильно на него не наседайте. Поверьте, он еще вас здоровски удивит. Это может быть и ваш близкий мужчина, и сын, и даже, возможно, брат, не знаю, отец. Вот мужчина, который ведет сейчас переговоры. А вы думаете, что он бездельничает? Нет. У него там все уже сговорено, все уже, знаете, как на мази у него. Все получится. Не ругайтесь с ним сейчас, не ругайтесь. А то он потом, знаете, в позу может стать. Скажет: вот ты меня ругала. Угу. Не надо ругаться. Так, еще мне показывают, что вы на кого-то меч точите. Кого-то проучить хотите. Либо на место, может быть, поставить. То есть, знаете, как меч натачиваете перед битвой. А вы знаете, вам не придется им воспользоваться. Нет. Может быть, я сейчас вас разочаровала, но нет. Смотрите, тот человек, на кого вы меч точите, тот человек перед вами извинится. Этот человек изначально понимал, что не прав. Человек понимал, что так нельзя. И человек будет искать встречи с вами, чтобы извиниться. Вот, все закончится полюбовно. Я вижу, что вы извинения примете, и все закончится. Пусть не дружбой, но, по крайней мере, взаимопониманием. Да, человек говорит: извините, вы говорите: хорошо, окей, не держу на тебя зла, все, вы разошлись. Все спокойно очень у вас тут решится. Так, в самом венце я вижу какую-то вашу просьбу. О чем-то вы молили небеса, просили у небес. Вот что-то конкретное вам было нужно. И я вижу, что небеса вам дадут, либо исполнят то, что вы просили. Может быть, немножко не так, как вы себе это представляли, не в том формате, не в том объеме, не в то время. Но вижу, что вам будет дано. По вашей просьбе вам будет дано. Знаете, для вас это будет поразительный момент. Да, вы просите, вы надеетесь, но вы как будто бы не верите, что ваша просьба исполнится. А вот высшие силы возьмут да сделают. Возьмут и удивят вас. Вот вы порадуетесь, вот вы счастье-то ощутите. Вот то, что вы просите, вам будет дано. И это замечательно. Вас любят небеса. Вы очень светлый, положительный человек. Вам, кстати, вот у кого-то так отыграется, что награду готовят. Награду за то, что вы пережили.
либо за то, кто вы есть, за ваши добрые поступки, за ваши невероятные добрые помыслы. Но вот четко, да, вот с небес вам что-то идет, прям в руки идет. То, что просили, то, что заказывали, и плюс еще награда. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.